3 дня, километры книг и тысячи гостей. Такое масштабное мероприятие впервые проходит в башкирской столице. На Советской площади можно встретить писателей, поэтов, издателей и ценителей книг. Хоть и мероприятие называется ярмарка, это не про продажу печатной продукции, это про любовь к чтению. Как ты думаешь, что нужно делать, чтобы дети начали больше читать? Мне кажется, нельзя детей заставлять читать. Именно это жесткое принуждение заставляет думать, что книга – это что-то навязанное, что литература – это что-то ненужное, что сейчас обязательно прочесть, но потом это все испарится, все эти знания уйдут. Нужно прививать именно любовь к чтению, потому что насильно мил не будешь. Во время ярмарки, кажется, вся республика собралась в одном месте. Ради такого события в Уфу прилетели люди, известные на всю страну. Как мне стать популярным писателем? Для того, чтобы стать писателем, нужно сесть и писать. И нужно написать историю от первого до последнего слова. Не написал абзац и бросил, а потом придумал другую историю, еще один абзац написал и опять бросил. А вот ты придумал историю, ее надо всю написать. Наш детско-юношеский телеканал «Тамыр» тоже отлично вписался во все происходящее. Мы пригласили писателей, поэтов, чтобы они научили своему непростому делу ребят. Ударения играют большую роль в поэзии. Что ты нового для себя узнала? На самом-то деле мне очень нравятся такие вот проекты, потому что это, так скажем, пропаганда, чтение книг. И я считаю, что это очень круто, потому что, наверное, в наше время дети и, в принципе, люди не особо заинтересованы в чтении книг. А еще мы решили, что ж скромничать, давайте сами напишем книгу. Сейчас многие возразят, что хорошие произведения за 3 дня не пишутся. Мы знаем и поэтому попросили помощи у профессионалов своего дела. И даже Ради Фаридович написал пару строчек. Можете написать пару строчек продолжения этой книжки? Если он напишет хорошо, я его приму в Союз писателей России. За 3 дня мы заполнили целую стопку флешек. И теперь хотим, чтобы вы убедились сами, как круто было на Китап-Байраме. Смотрите полную версию нашего репортажа в первый день лета в 20:15. Узнаем, чем же закончилась история Китап-Батыра. Вот и все. Отгремело такое масштабное мероприятие. Международная книжная ярмарка Китап-Байрам в очередной раз доказала, что читать – это модно. Мы встретились со звездами, научились любить книги и даже написали уникальную сказку.